магазинах, в торговых центрах, без разницы, в общественном месте уже должны носить маски. Медицинская маска, выходя из дома, должна стать неотъемлемым атрибутом для каждого, напоминают сотрудники Роспотребнадзора. Туда же относят перчатки и антисептик, без которых не начинается ни одна пара в политехническом колледже. Ясмина Арсамакова учится на 3-м курсе и мечтает стать хорошим специалистом, поэтому строго следует правилам безопасности. Каждый день с утра до начала пары нам мастер с утра, предупреждает, что в масках обязательно и в перчатках тоже. И дезинфицировать и парты, и столы, и стулья. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют учебные аудитории. Учащиеся и преподаватели в полной мере соблюдают масочный режим. А на столах, как и положено, дезинфицирующие средства. Впрочем, такая картина радует специалистов недолго. Очень скоро комиссия фиксирует нарушения. Нет условий для соблюдения личной гигиены. Почему в кабинетах не идет вода, а в санузле она идет? Там трубы сломались, поэтому... Давно сломались? Это в конце августа. И с того времени здесь ни ремонта, ничего не проводилось. Вы говорите про коронавирус, про профилактику, но элементарная вода проточная должна быть у детей, чтобы они могли мыть руки. В колледже уверяют, что студенты не допускаются в СУС без масок, и с ними ведется постоянная беседа по профилактике COVID-19. В то же время обещают, что все недочеты устранят в ближайшее время. Сегодня мы, обязательно переговорим с руководителем, проведем совещание еще раз. Так как молодежь, сами понимаете, не все подчиняются, не все прислушиваются, да, можно сказать. Каждый себя считает здоровым. Но будем устранять все это, естественно. То, что сегодня сделали те замечания, это было сделано правильно. Где-то где-то нам не в наших силах, это можно так сказать. Но будем устранять. Мы их пригласили сегодня на вечер. Будет составлен административный материал и будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Срок дадим для устранения этих нарушений. По истечению этого срока в обязательном порядке мы проведем повторную проверку. Если нарушения не будут устранены, соответственно, будет составлен материал и передан в судебные органы. Средства защиты должны быть везде и у всех, особенно в местах массового скопления людей. Проверка продолжается уже на торговых точках по улице Московская. При виде участников рейда продавцы спешат надеть маску. А какой смысл, если это далеко не единственные нарушения? А за посетителей тоже вы ответственность несете. Если вы их запускаете сюда без масок, уже мы будем вас штрафовать. Повесьте объявление. Без масок не обслуживаем, не заходить, соблюдать 1,5 метра дистанцию. Обязательно антисептик, чтобы здесь что-то вы деньги передавали, да? Поставьте здесь на видном месте, чтобы это все стояло. На видном месте. Такое поведение – это халатное отношение к своему и чужому здоровью, отмечают специалисты. Больше всего их удивляет тот факт, что хозяев не раз предупреждали о важности соблюдения карантинных мер. Но, как видно, не все вняли призывом Роспотребнадзора. Люди проинформированы, знают, что необходимо носить маски, но не хотят на сегодняшний день некоторые личности надевать эти маски, носить и соблюдать эти требования. В отношении таких лиц мы уже будем предпринимать уже меры административного воздействия, привлекать их к дисциплинарным взысканиям или штрафам, выдавать им предписания, давать им сроки на устранение. Специалисты предупреждают, самых злостных нарушителей ждет наказание рублем. На сегодняшний день в медучреждении республики госпитализировано более 450 пациентов, зараженных COVID-19. 53 человека лежат в реанимации на грани жизни и смерти. Исправить ситуацию можно только если все начнут следовать элементарным правилам безопасности, считают специалисты. Впредь такие рейды будут проводиться во всех населенных пунктах региона до конца этого года. Михаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.